Вот если у них есть инстинкт самосохранения, они должны просто грохнуть Путина в каком-то переулке или отравить, и, избавившись от него, начать диалог с Украиной. Необходимо не слушать сегодняшних путинских казачков, которых он заслал в Европу, и убеждают мир, что если Россия распадется, то наступит хаос и всемирная катастрофа. Ничего не наступит, никакого хаоса не будет. Вот только сегодняшняя единая и целая Российская империя, она представляет большую угрозу, чем страна, которая будет распределена, или на этом месте появится несколько стран, которые будут ответственны за будущее. Глава Чеченской республики Ичкерия в изгнании. Представлю вас так. Приветствую вас, господин Закаев. Здравствуйте. Очень рад вас видеть. Приветствую всю нашу аудиторию. Для меня был бы сюрприз, потому что мы обычно с вами общались там, в Зуме, в Скайпе, и, как правило, вы были или в Лондоне, или вы перемещались миром. Вы сегодня в Киеве. Я могу спросить о целях вашего визита теперь? Да, почему нет? В принципе, если даже это для вас как бы новость, для меня это уже как обыденность. С 22 года, с мая месяца, практически я нахожусь здесь на постоянной основе. Мы здесь восстановили практически вооруженные силы Чеченской республики Ичкерия. И Министерство обороны, наш министр обороны, и мы находимся на постоянной основе в Киеве. И очередной мой приезд в Киев, то есть возвращение в Киев, это было ничего обычного не было, но было связано с сложившейся ситуацией в наших структурах, военизированных структурах. Наши ребята практически на постоянной основе находятся на передовой, и необходимо было встретиться с ними, пообщаться, выслушать их проблемы, которые несут такой бытовой характер, хотя у них здесь они состоят на воинском учете, у них есть воинские билеты, но есть проблемы, связанные с легализацией, скажем так. Есть обычные бытовые вопросы, которые необходимо решать. Но я могу предположить, что часть этих воинов – это как раз люди, закаленные во время Чеченской войны. И то, что мы имеем сегодня, как так случилось, что здесь мы говорим о воинах чеченских, которые воюют на стороне Украины и которые, закаленные войной, являются абсолютными профессионалами, и по сути, в посмешище превратились оставшиеся батальоны, которых называют кадыровцами. Это что, две разные армии чеченские? С чем мы имеем? Да, сегодня это две разные армии, две разные силы, потому что одна это находится под флагами вооруженных сил Российской Федерации. Это, если быть мягче сказать, это коллаборанты. Но и в то же время мы, все наше население, которое находится под российской оккупацией, мы их не зачисляем в разряд коллаборантов. Любая страна... Вы считаете их заложниками? Мы считаем и знаем, что они заложники. И слава Всевышнему, в Украине в 2022 году, 18 октября, Верховная Рада Украины приняла решение, постановление о признании Чеченской республики Ичкерия временно оккупированной территорией. И это дает возможность нам и для работы с внешним миром, то есть продолжая отстаивать право чеченского народа на свою государственность. И это, конечно, во многом вдохновило и чеченцев, которые находятся под российской оккупацией. Потому что это, в принципе, первая акция после 1997 года. 12 мая был подписан договор о мире с Россией. Россия признала нашу независимость, нашу государственность. И после этого, когда началась Вторая война, практически мир отстранился от нашей темы, от нашей трагедии. И практически до 2021 года чеченские бойцы продолжали вооруженное сопротивление. 2021 года. А с этого времени уже пошла открытая подпольная работа. Все ушло в подполье. Правительство заработало за рубежом. И мы стали делать вещи, которые необходимы в будущем. То есть мы обеспечивали механизм правопреемственности наших официальных структур, которые должны в последующем восстановить нашу государственность. И в этой ситуации вот это постановление Верховной Рады, конечно, оно играло очень большую роль. И для европейских стран, для чеченского населения, и, конечно, для нашего правительства, которое работает за рубежом. А скажите, вот это так называемое
А тактика участия в войне на стороне России кадыровцев, это ведь тоже требует особого исследования. То они на светофоре задержались и не смогли помочь в поимке особо опасного преступника Пригожина, вы помните, да? Они шли, но не дошли. То они хотели, но не приняли участие. Сейчас мы видели заявление о том, что они принимать участие в войне в Персидском заливе не будут. И как бы с одной стороны мы знаем историю чеченских войн и природу чеченского воина, но имеем дело с каким-то совершенно другим организмом. А что они сегодня из себя представляют? Или это просто территория, контролируемая, находящаяся под контролем Кремля, и рассчитывать на то, что... Ну, это хитро ведь, на самом деле, со стороны Кадырова это хитро, участвовать, не участвуя в войне. Юлия, я несколько раз пытался объяснить это нашим, вот этот феномен, да, который для всех как бы является, в общем-то, непонятным. Вот есть здесь герои, которые гибнут и, в принципе, ошеломили весь мир после Первой русско-чеченской войны, оказав сопротивление и практически победив. И вот мы имеем вот дело с так называемыми тиктоковскими бойцами Кадырова. На самом деле, это знает ваши специальные структуры. Есть ГУРИ, есть департамент, который занимается вопросами перевода тех, кто хочет сложить оружие и перейти на нашу сторону. И мы с ними постоянно работали и работаем. Они сегодня, те, которые находятся под российскими флагами, на самом деле являются все заложниками. Они в другое время и в другой ситуации, это дети, которые выросли возгласами «Аллах Акбар», когда мы шли в Первую войну, когда они нас встречали. Это было настолько эмоционально воспринималось ими. Но в конечном итоге они оказались под российской оккупацией. И они вынуждены сегодня выживать. Они выживают. На самом деле их мужество или боеспособность или воинственность, она будет проявляться не там, не сегодня в Украине против украинцев. Я уверен в том, что наступит момент, потому что мы этот этап уже проходили в 90-е годы, когда мы восстанавливали наше государство. Как только заколебался центр, Москва, начали какие-то послабления, первыми, кто восстановил свою государственность, это были чеченцы и ингуши. Мы восстановили свою государство. И это были мы, те, которых на Западе или на Ближнем Востоке, чеченцы, которые находились вне исторической родины, наблюдали за теми процессами, которые происходили в республике, как сейчас мы наблюдаем за тем, что происходит. Они считали, что мы обрусели, что мы уже перестали быть чеченцами. И были такие заявления и такая тревога. Но однако, как только изменилась ситуация, мы формат власти внутри республики изменили не те, кто находится на Западе или на Ближнем Востоке, а те, кто дома. И поэтому наша работа, работа нашего правительства, я это открыто говорю, потому что ничего от этого не изменится. Это не военная тайна. Мы работаем с теми, кто дома. У нас очень сильное и серьезное подполье. У нас очень сильные контакты на всех уровнях, кроме вот ближайшего окружения Кадырова и Путина, которые сегодня всецело являются палачами чеченского народа. Вот мы отделяем сегодня оккупационный режим и их структуры от населения и от подневольных, которых сегодня призывают, насильно отправляют в Украину или же зачисляют в разряд там вооруженных сил России. А вы думаете, Кадырову в какой-то момент, мы видим, как сейчас пошатнулось, по сути, да, кресло под кремлевским режимом, ну и чего стоит, кстати, потеря главного союзника Кремля Орбана, да? Его поражение может и существенно сказаться и на других сателлитах Путина. Вы думаете, не удастся в какой-то момент отмежеваться, отстроиться от Путина Кадырову? Кадырова нет. Они связаны. Они связаны кровью. Это как сиамские близнецы, да? Они друг без друга существуют. Но он-то особо в бой не рвется. Нет, и он не будет рваться в бой. И, кстати, Путину это особо не нужно. Путину нужна его демонстративная лояльность лично ему, лично, персонально Путину, что на самом деле Кадыров и делает. Он не упускает возможность называть его отцом, там, вечным президентом, самым красавчиком и прочее. И что вот его связывает только он. И именно поэтому сегодня в окружении Путина
силовики, которые лютой ненавистью ненавидят Кадырова, они его терпят, потому что они понимают, что если только что произойдет... Он фаворит. Да, он фаворит. И фаворит. дело в том, что он сегодня олицетворяет имперскую идеологию, да, он является проводником этой идеологии. Чеченцы, которые прошли через 2-3 войны, там, 500 лет противостояния, однако сегодня Кадыров Путину и всем остальным доказывают, что Чечня – это часть России и россияне. Вот это их на пропагандистском уровне, особенно с теми планами, которые у них были, война в Чечне начиналась для того, чтобы начать войну в Украине. Покорение Чечни или завоевание Чечни являлось предлогом для начала войны в Украине. Знаете, это удивительно. По-моему, как раз в 90-е только Джохар-Дудаев об этом открыто говорил, а все остальные отворачивались и не хотели верить. Вот это освобождение малых народов России, оно ведь этот процесс, который действительно начался с Чечни, значит, с Ичкерии, но почему он не был поддержан Дагестаном, другими республиками? Кстати, по иронии судьбы, Казахстаном, в котором вы, кстати, родились. А чем отличалась Украина тогда от этого? Это были все постсоветские республики, которые абсолютно были уверены в том, что они сами самостоятельно выживут. И они не хотели вмешиваться в эту ситуацию, когда Кремль особо заявил о том, что они начинают войну. И показательным для Дагестана, Ингушетии и для других малых республик было показательным то, что нас демонстративно уничтожили. И весь мир позволил это сделать. Весь мир, не только страны постсоветского пространства, но и западные страны, и Европа, все не то что выступили против этой войны, они всецело заняли позицию России в этом конфликте. Потому что особенно первая война, я был свидетелем этих событий, якобы победа, мы победили в этой войне. А на самом деле что произошло? Мы развеяли миф непобедимости великих держав. И это было воспринято остальным миром очень с большой тревогой. Потому что, как потом в последующем выяснилось, практически у всех европейских стран есть свои Чечни, свои проблемы, которые носят, как они называют, сепаратистский характер. Хотя Чеченская республика, в отличие от этих конфликтов, которые здесь есть, замороженные и прочее, Чечня никогда не являлась частью России. Да, Чечня была оккупирована царской Россией, в последующем советской Россией. Но ни царской, ни советской России уже не было. И мы практически в соответствии с внутренними законодательствами, которые были приняты Верховным Советом СССР, и восстановили наше государство. Но, к большому сожалению, ни Украина, ни Грузия, ни другие страны, хотя мы 19 августа, наша делегация, наравне с делегацией Украины, Грузии, самой России, находились в Москве для подписания нового советского союзного договора в Оголеве. Это, вы помните, ГКЧП, да, который произошло 20-го? В Новоогарево. Новоогарево, да. Это вот процесс был как раз-таки наша республика и наша правительственная делегация находились там наравне, чтобы подписать этот договор. Но как только вот этот факт не состоялся, а дальше уже все республики отошли, и мы были оставлены один на один. Вычленили Ингушетию, обещав им, что они вернут пригородный район, который исторически является ингушским. Они обманули их, вычленив от чеченцев, сказав, что они создадут отдельную республику и вернут им те спорные территории, которые находятся под контролем Осетии. И после этого началась война в Чечне. И вот даже не по моим данным, я сторона конфликта, я могу быть не объективным в ваших глазах или в глазах других. Вот по оценкам правозащитных организаций и по оценке самих россиян, которые сегодня признали факт, более 300 тысяч было убито. Более 300 тысяч убитых, искалеченных, среди них 42 тысячи детей. Вот этот ужас происходил. Так, но эти документальные кадры, как русский солдат разделывается с чеченской семьей, они же есть, эти документальные подтверждения этих преступлений. Я просто прекрасно помню этот момент, когда ведь от этого конфликта прежде всего, я не знаю, что мешало Ельцину просто отпустить, я помню эту встречу, когда он усаживал представителей Чечни, вы помните, да? Я был там. Садитесь, да. Вот, кстати. Это, полное напряжение вообще в этот момент, когда чеченская делегация покидает кабинет Ельцина.
И все время режиссер Сакуров впоследствии на встрече с Путиным говорит, что давайте отпустим. А что будет, если мы их отпустим? Вот они хотят этой свободы. У Путина всегда начинается паническая атака, он начинает кричать и говорит, что вы думаете, о чем вы говорите. Но ужас ведь в том, что союзники, теперешние наши союзники, да, они тоже отмежевались. Больше того, мы видим теперь в архивы молодого политика Байдена, который призывает не расходиться советские республики. Украина вообще для них какой-то был страх Господний, они об этом говорили, американцы. А можно ли говорить, что, вот, к сожалению, мы имеем сейчас вот этот кровавый процесс незавершенного полураспада Советского Союза? И если это действительно, эта трансформация, ей суждено произойти сейчас, какими вы видите новые границы и новые возможности? Потому что ведь, по сути, если самая большая проблема, вы сейчас вспомнили царскую Россию, это, по сути, единственная страна, которая не покаялась за убийство своего царя, они не восстановили никакие исторические связи. Это наследники НКВД, вот, продолжают свои бесчинства. Там нет ни экономистов, ни политиков. Там есть, да, там есть силовые ведомства. Если эта система вдруг окажется, родом из Советского Союза, окажется сильнее человеческих страстей по свободе, что тогда? Тогда поражение? Все решается здесь. В Украине. Все решается здесь, в Украине. Ну да, если даже как по Венгрии мы можем увидеть, что сегодня там победил Зеленский, то, наверное, вы, очевидно, правы. Так. Дело в том, что война в Чечне, которая вот затрагивал ваш вопрос, почему Ельцин не отпустил? Да. Потому что Ельцин хотел забрать Украину. Отпустив Чечню, он не мог забрать Украину. Он задействовал все рычаги внешнего фактора. То есть это был бы прецедент, как можно уйти и остаться свободным, да? Это не то чтобы прецедент. В стратегическом отношении вот уже в тот период мы не являлись такой особой частью этой системы. Так. Но мы являлись поводом или показателем, да, что чеченцы, которые заработали, у них в умах у российской системы, начиная с царского периода, когда мы говорим о распаде СССР, никакого распада СССР не было. Была трансформация СССР в СНГ. И в этом участвовала и Америка, и вся Европа, которые поверили и Горбачеву, последующим и Ельцину, что они будут выстраивать демократическое правовое государство. И, конечно же, им было выгодно иметь дело с одним центром. Чем еще будет появиться еще одна ядерная держава в лице Украины, с которой надо будет договариваться, у которой история очень неспокойная во взаимоотношениях с Россией. Да? Кстати, между прочим, может быть, это и была стратегическая ошибка оставить центр в Москве, а не перенести его. Может быть, как раз после распада Советского Союза вот эти Киевская Русь и Киев должен был обрести... Ну, слава Всевышнему, этого не произошло. Если бы это произошло бы, то Российская империя возродилась бы на самом деле. Так, а вы думаете, это и есть главная угроза? Главная угроза была в этом. И поэтому то, что сегодня украинцы захотели построить свое государство вне великой там, Киевской Руси, а свое государство, национальное, суверенное, демократическое государство, вот это и дает шанс и надежду нам, другим порабощенным народам. И сегодня, к большому счастью, да, через большую цену крови, трагедии украинского народа, мир это осознал. Европа это осознала. Европа сегодня, благодаря вот этой борьбе украинского народа за свою свободу и независимость, сегодня превращается в международный субъект, которым до сих пор он не являлся. Это была такая аморфное государственное образование, которое всецело во всем и зависело, и подчинялось Соединенным Штатам Америки. А находясь за океаном, Соединенные Штаты Америки не всегда понимали и вникали в суть происходящих событий на этом европейском континенте. А сегодня, благодаря украинцам, украинскому народу, вашей борьбе, нашей общей борьбе, сегодня мир осознал. И из-за поведения Путина, конечно, во многом, который в 2021 году, 20 декабря, сделал ультиматум не только Украине,
и не чеченцам. Путин перестал быть исключительно проблемой чеченского народа или украинского народа, когда он заявил в Совете Безопасности о необходимости принять Россию такой, какая она есть. Сейчас и или когда он никогда? ультиматум НАТО, да, вернуться к границам 91 года. Вот тогда было всем понятно. И когда он уже начал агрессивную войну против Украины, сегодня все осознали, какую угрозу представляет себя Россия для всего мира. И шанс у нас действительно появился сегодня сделать так, чтобы Россия, давайте не будем говорить о распаде России, будем мягко выражаться о децентрализации России, трансформации России в какое-то другое демократическое правовое государство с предоставлением права народам на самоопределение. Вот в этой формуле, да, есть возможность и шанс, что мы придем к мирному сосуществованию с Да, этой. господин Загаев, вы просто идеалист, и вы считаете, что эти цивилизованные демократические принципы должны победить. Но почему так совпал сейчас в своем представлении о мире, о будущем президент Путин и президент Трамп? Потому что они про деньги. Вот простая такая человеческая мечта. No war, make money. Yes, абсолютно. Все, вы это прекрасно знаете. И они удивляются. Конечно, Путин удивляется. Как Европа могла отказаться от дешевого газа, нефти, алмазов? Он не думал, что Европа пойдет на эти жертвы. Но если война затягивается, и в Иране в том числе, да, на Ближнем Востоке, мы видим сегодня, кстати, там сколько, 100 с лишним, да, баррель нефти стоит, мы видим, как цена растет. А не окажется ли Европа перед кризисной ситуацией, когда им придется прийти к Трампу или к Путину уже этой осенью? Я это исключаю на самом деле, потому что это было бы полное поражение и крах всего. Потому что вот те процессы, которые сегодня начались в Европе, ну, вот последний показатель – это Венгрия. Да? До сих пор это нас гнобило, это она как дамоклов меч Венгрии. Я просто не мог понять, почему Европейский Союз не делает правильные выводы из сложившейся ситуации и не решает этот вопрос. Но коллективная Кая Каллас сегодня победила, да, абсолютно. Но сегодня венгерский народ и коллективная Кая Каллас, они победили. Это показатель того, что мы не вернемся к той ситуации, которая была в 2020 году. Да, мы видели эти... 21 году. Да, венгры шли по улице с криками «Русские, идите домой». Да, вот мы же это увидели, да, мы это услышали. И еще одно. Нужно понимать, что Европа, даже когда война началась в Украине, она не отказывалась от дешевого газа. Это Путин поставил. Это Путин сделал так, что прекратил поступление. Чуть-чуть придушить. Да, он решил, что да, вот он напугает, и все падут. Но этого не произошло. Знаете почему? Благодаря Польше, Великобритании и Балтийским странам этого не произошло. Потому что Борис Джонсон, который приехал сразу, когда началась война, и сделал как премьер-министр Великобритании заявление, Польша, Балтийские страны, которые инициировали процесс в Европейском Союзе о создании международной коалиции в поддержку Украины, вот эти страны, они возымели... больше влияния оказали они на все те процессы, которые сегодня сформировали. И поэтому я не идеализирую, и я понимаю реальности. Да, это не завтра, не послезавтра, к большому сожалению. Но сегодня возврата к тому, что было до начала крупномасштабной агрессии России в Украину, к этому формату международное сообщество не вернется лагерь больше. Союзников поменялся, согласитесь. Если Байден играл на стороне Европы, то сегодня Путин и Трамп играют против Европейского Союза. Если этот план действительно, его можно назвать сумасшедшим, но он существует. Путин хочет доминировать на европейском континенте. А Трампу, по большому счету, ну давайте откровенно, ему все равно. Юля, у него есть Гренландия, у него есть Канада, у него нормальные аппетиты на своем континенте. Юля, дорогая моя, они лузеры. Это показатель вчерашний день. Да. Они вложились и выложились на все 100%, чтобы победил Орбан. Все, они проиграли. Это показатель того, что этот тандем или та траектория, или тот тренд, который взяли в лице администрации Соединенных Штатов Америки, он не имеет перспективу. Хорошо, да, соглашусь. И американцы
и Трамп – это разные вещи. Да, но теперь... Мы видим массовый выход, массовый выступ, миллионы американцев, которые выступают. Да, но теперь Трамп, как в случае с Ираном, он может объявить свою победу. Он скажет, ну я сделал все, что мог Путину, но ты проиграл. Ты проиграл. Юля, мы не должны обращать внимание вообще на то, что говорит Трамп. Если следовать Трампу и его высказываниям... Нет, с ним все понятно. Каким следующий шаг Путина? Что это будет, по вашему мнению? Да, он попытается еще раз сделать рывок в военном отношении. Он все накапливает ресурсы, накапливает силы. И, конечно же, ему хотелось бы выйти победителем, как он сам это через Трампа предложил украинцам. Слушайте, Венса прислать, агитировать за Орбана, это невозможно было бы ни в одной любой системе политической. Ни в какую эпоху этого невозможно было. Ну, мы это стали... А вот то, что сейчас они делают, он пытается победить, заключив соглашение с Украиной. Я имею в виду Донбасс и Луганск, всецело, если перейдут к нему, он это преподнесет как величайшую победу. А на самом деле это и будет победа его, потому что самый главный принцип это самое наказание, необратимость. Так. Вот он уйдет от ответственности за те злодеяния, которые он совершил в Украине, в Чечне. Кстати, сделав своими соучастниками людей, которые подпишут. Которые подпишут этот документ. И вот тогда, вот здесь Украина закончится. Если украинское руководство пойдет вот на такое мирное соглашение и на такой мир с потерями территорий, не с потерями, а подарив эти территории, естественно, здесь возникнет вопрос. Мы это пережили. Вы не знаете, что такое военные после победы или после окончания войны. Какая это проблема для государства? Если у нас после нашей победы появились там 2, 3, 4, 5 командиров в лице Басаева и других, у вас их будет десятки и сотни командиров и героев этой войны, которые будут хотеть участвовать и в политическом процессе, и которые начнут призывать к ответу тех, кто стояли у истоков, вернее, стояли во время войны в руководстве этой страны. Мы, как руководство, я член правительства с 1994 года, я знаю, какие этапы мы переживали, хотя всем казалось, что мы победили, абсолютная победа, да, и весь мир там рукоплескал, народ чеченский, а мы переживали самые трудные дни в нашей существовании нашего государства. И вот этого, чтобы избежать, Украина просто обязана победить в этой войне и призвать к ответу виновных за. Только в этом случае возможно динамичное развитие и экономики, и восстановление. И у вас этот шанс сегодня есть. Кто бы что ни говорил, Трамп, Путин, Иран, там, Венесуэла, Си Цзиньпин, у вас мощная коалиция, 40 с лишним стран, которые готовы поддерживать и поддерживают Украину, несмотря ни на какие политические игры, которые ведет там Путин с Трампом или это сам. Это не будет работать, потому что у вас есть мощная, сильная поддержка. И этим вы должны воспользоваться. И я уверен, что Украина этим и будет воспользуется, и не пойдет на капитуляцию, кто бы что ни говорил. Хорошо, тогда о судьбе России. Вы говорите о возможном переучреждении некоторых институтов государственного управления. Но ведь силовики, о которых мы говорим, это система, да, которая воспроизводится и казалась сильнее любого политического лидера, она ведь может... У нее этой системы есть инстинкт самосохранения? Вот это где эта черта, до которой они могут дойти и остановиться? Вот этот вопрос решается в Москве сегодня. Вот если у них есть инстинкт самосохранения, они должны просто грохнуть Путина в каком-то переулке или отравить, и, избавившись от него, начать диалог с Украиной. Реальный диалог, здесь, чтобы восстановиться... Только с Украиной, смотрите, сколько таких... По сути, как оказалось, к сожалению, русской цивилизации не существует. Есть просто война как стиль жизни, как стиль управления, как возможность удержания власти. Абсолютно точно. Никакой
никакой особой культуры или особого пути развития демократии у России никогда не было. Это мы на примере Донбасса видим. Да, Россия – тоталитарное государство, Россия – империя. И она существовала за счет захватнических войн как империя. И она может продолжать существовать как империя в результате захватнических войн. И поэтому никаких иллюзий ни у украинцев, ни у европейцев не должно быть относительно будущего России. Как бы сегодня хорошие русские, которые находятся здесь, не утверждали, что Путин плохой, а России нужно сохранить, это значит сохранить Россию, это сохранить ту же ситуацию, которая сложилась последние 25 лет. Они поднаберутся силы 5-10 лет, и снова же начнется этот же этап. Уже возрождение великой России с большим оскалом, с большей жестокостью, помня, что они какой-то период проиграли Украине. Как они начали вторую русско-чеченскую войну. Каждый российский генерал, военный генерал, вот эти 3 года, которые были как бы миром между Россией и Чечней, первый бокал, первые 2-3 бокала они выпивали за то, чтобы вернуться в Чечню. И теперь та же самая ситуация будет складываться с Украиной. Хотя, когда Джохар Дудаев говорил в 1995 году, что война... Он же не просто был там провидец, да, он посмотрел и сказал. Он знал эту систему, он общался с генералами. Он знал настроение этих генералов, их отношение к Украине. И, естественно, он знал украинцев, так как он жил здесь, служил, и у него были очень добрые отношения. Он знал, что Украина не смирится с ролью второго плана. И он знал, что они, вот поэтому эта фраза «Украина и Россия схлестнутся на непримиримых». Это оттуда пошло, потому что еще тогда вот эта война, начатая Путиным в 2014 году, она зарождалась еще в 90-е годы, как только Украина получила статус независимого государства. Вот с этого времени это закладывалось. И ничего не изменится, если эта страна, как империя, сохранится. И поэтому наша задача и задача союзников Украины не только победить Россию в военном отношении, но и способствовать трансформации этой страны в какое-то другое государственное образование. А для этого необходимо не слушать сегодняшних путинских казачков, которых он заслал в Европу, и убеждают мир, что если Россия распадется, то наступит хаос и всемирная катастрофа. Ничего не наступит. Никакого хаоса не будет. Вот только сегодняшняя единая и целая Российская империя, она представляет большую угрозу, чем страна, которая будет распределена, или на этом месте появится несколько стран, которые будут ответственны за будущее. Вот поэтому именно расчленение или децентрализация России – это выход из всей ситуации в стратегическом отношении. Ну, вы, пребывая вот с вашими коллегами в изгнании, вы, как никто другой, понимаете, как сложно вот этим российской оппозиции, которая, там тоже, кстати, единства нет, интегрировать их сейчас и начать там вот эту внутриполитическую партизанскую войну не представляется возможным. Тогда каким образом все-таки вы делаете ставку на все-таки силовиков, генералов российских, которые находятся внутри страны, или, тогда время. А время, с одной стороны, наш союзник, но и наш враг, потому что война истощает не только Россию, но и Украину. Ну, кстати, и Европу, как мы понимаем. Тогда где выход? Вот на сегодняшний день, по вашему мнению, критерий завершения войны, что это? Понятно, что мы вооружаемся, наши ракеты не могут долететь до Москвы, но это ли решение проблемы? Я делаю ставку не на российских генералов и силовиков, на украинских. Только на украинцев и на украинский народ. На самом деле это без пафоса, без преувеличения. Сегодня судьба мира решается здесь. И как бы украинцы сами не относились к тому, что они сегодня переживают, но для остального мира, несмотря на все те сложности, о которых вы говорите, да, устали, да, экономически трудно, да, экономически тяжело выживать, но это единственный выход выжить и отстоять свое будущее и будущее своих потомков, это только закрепив победу за Украиной в этой войне. И это понимание сегодня есть в европейских лидерах. Вот это самое позитивное. И поэтому, да, если противопоставить ресурс там России и всех союзников Украины, давайте не будем гневить Всевышнего. Это очень мощное подспорье. Очень мощное подспорье. И
право на нашей стороне и правда на нашей стороне, как говорил Шевченко, значит, мы победим. Боритеся, поборете. И поборете. Поэтому я уверен в том, что сегодня ситуация складывается, да, с одной стороны, время работает против нас, но она работает против Путина. И против России. Дважды, трижды больше и серьезнее, чем против нас. Итак, предположим, что в Анкоридже Трамп с Путиным договорились и, ну, как бы, условно говоря, как там Гитлер со Сталиным в свое время расписали этот мирный план. Да? Значит, ты забираешь Европу, а я буду там, значит, довольствоваться своими территориями. Между нами же океан, и это много объясняет. А что пошло в таком случае не так? Какие попытки будет предпринимать Путин? Я не знаю, по развалу Европейского Союза, по дестабилизации, ну, опять же, высокие цены на энергоресурсы. Потому что, ну, с одной стороны, Путин заявляет, что мы готовы воевать еще 3 года. Его война – это война на уничтожение. Он освобождает плодородные украинские земли от жителей, от украинцев. Мы видим, там, кстати, Губарев там свидетельствует о том, что там все, Купинска нет, этого нет, вот это все. Он просто идет и разрушает. Как будет Европа защищаться? Есть ли сегодня инструменты для выведения, скажем, России из клуба ядерных игроков и возвращения туда Украины? Какая стратегия? Потому что у Путина есть этот план. Он безумный, но у него все идет по плану. А есть ли у наших европейских союзников этот план? На случай, например, выхода из НАТО Соединенных Штатов. На самом деле Путин оппортунист. С самого начала, с 99-го года, с приходом к власти, ему везло, и он пришел к сегодняшнему дню. Он сегодня уже потерял реальность. Он уже вне реальности, на самом деле. Никаких планов у него нету, никаких рапортов, то, что происходит на поле боя, он не знает. Каждый военный все это преподносит ему так, как победу, как победу и как он хочет услышать. И поэтому они находятся не в реальности. Да? И поэтому у них нету ни 3 лет, ни ресурсов, ни человеческих, ни экономических, не идеологических, потому что идеологически они уже вчера потерпели огромное поражение. Вот этот инструмент, который Путин использовал против Европейского Союза и против того, чтобы мешать работать и оказывать соответствующую поддержку Украины, вот этот инструмент, вот этого инструмента он лишился. Да? И, конечно, для Словакии это тоже очень серьезный показатель. Они будут уже ориентироваться немного по-другому в поведении с Европейским Союзом. Поэтому в идеологическом он уже проиграл. А то, что мы говорим, Трамп, Аляска, что произошло? На самом деле там Путин его обманул. Он его вывел из того тренда, который настаивал Трамп. Он хотел стать лауреатом Нобелевской премии, и ему нужно было во что бы то ни стало... Путин его втянул в новую войну. Он его втянул в новую войну и в новую авантюру, в которой Трамп впервые проиграл. Он проиграл и Украине, он проиграл и сейчас в Иране, и он проиграет в стратегическом отношении. В ноябре месяце, если республиканцы не дадут адекватную оценку тому, что сделал сегодня президент Трамп, они проиграют и Конгресс, и Сенат. Это очевидно. И поэтому мы не должны смотреть на Соединенные Штаты Америки сквозь призму там, Джейн Венса или Трампа. Да? Есть другая Америка, которая всецело с самого начала поддерживала, я имею в виду американцев, даже не Байдена. Если, в чем прав Трамп относительно Байдена? Байден сдал Украину. Ну, позволил Путину думать, что он может победить. Да. Не то, что позволил победить, он был уверен, что он победит. И вы послушайте ваших министров, которых в Вашингтоне принимали, и сказал: ребята, вы очень хорошие, мы вас любим, обожаем, но с Путиным мы ничего не можем делать. Это свершившийся факт, мы можем вам помочь выехать за пределы. Звонок Байдена Зеленскому, предложившему вывести его. Это было предательство. Да, когда уже украинский народ оказали сопротивление, и когда Европейский Союз мобилизовался и всецело заявил о своей поддержке, тут уже только подключились американцы. Ну, хорошо, я имею в виду Байден. Все-таки будущее Европейского Союза. Вот в тот момент, когда Орбан расклеил портреты Зеленского, думая, что это сыграет будет иметь обратный эффект, но люди пошли и проголосовали буквально за Зеленского.
Следующий шаг стратегический Европейского Союза. Ну, казалось бы, если Зеленский вам помог получить победу в Венгрии, почему бы Украину не сделать членом Европейского Союза? я уверен, Почему что- они так медлят? У вас есть ответ на этот вопрос? Нет, Юля, я думаю, что на самом деле вот, тормозом в этих процессах являлся Орбан, Венгрия в лице. Фица, вы думаете, один не справится? Ну, один он не справится. Их было, когда было двое, они это сам. И тем более он увидел, как венгры отреагировали на поведение Орбана. Да? И любые другие выборы Словении, они закончатся этим же результатом, что бы сейчас он ни делал. И он это понимает, и я не думаю, что он захочет оказаться где-то в неудобных местах после его поражения. Вопрос даже не в этом. Сегодня Европейский Союз все сознается в сравнении, все познается в сравнении. Юля, дорогая, мы в своей войне были оставлены один на один. Да. У нас не было ни единого патрона со стороны. Сегодня Европа выделила 90 миллиардов евро Украине наперед. Это такая мощная поддержка для украинцев. Это показатель того, что Европа не отступится. Европа не поведет на поклон Путину и не позволит ему сегодня захватить Украину, уничтожить украинское государство. А у Путина одна цель. Донбасс, Луганск, это все от лукавого. Конечно, он Его хочет основная зайти в цель, Европу, он хочет зайти в Европу. зайти в Европу, он хочет уничтожить Украину как государство. Он хочет лишить вас исторической памяти как этнос, как этническую Хорошо, группу. то есть вы полагаете, ну, будем честны, это все оружие, это Европа дает на защиту своих территорий, своих границ. Да, абсолютно, я поэтому говорю. Да, но если осенью Европа начнет замерзать, а Путин скажет, отдайте мне Украину, и вы получите дешевый газ. Нет, этого не произойдет. Я абсолютно в этом уверен. Я очень надеюсь, да, что ваш профессиональный опыт человека военного, участника войны в Чечне дает основание верить в то, что ваш прогноз оправдается. Ахмед Закаєв, голова уряду Чеченської Республіки, Ічкерії за кордоном. Я надзвичайно вдячна вам за цю можливість. Я надеюсь, что мы будем чаще встречаться, раз уж вы часто бываете в Киеве. Спасибо вам огромное.